Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Знаете, я очень привыкла за 8 лет, чтобы посты или ролики были насыщенные информацией. Не просто про одну кошечку или просто про одну собачку, потому что просто по одному хвостику я никогда не спасала. Между роликами проходит 4-5 дней, и за эти дни всегда спасается несколько. Несколько спасешь, несколько прилетает, и кто-нибудь заболел. Жизнь всегда бурлила, и ролики были соответствующие. А вот сейчас вроде строго, никого не спасаю. Наспасалась же уже. И тем не менее, в декабре же женщине обещала Татьяне забрать 3 мелкашей. В январе вам о них поведала. Ну и вот, они уже приехали в Москву. 9-килограммовые собачки, сидящие на коровьих цепях и выкинутые в лес. Они уже в Москве. Дорога обошлась в 150 евро. Помогите, пожалуйста, оплатить. Москва и Питер. Откликнитесь. Это вселенское чудо. Неужели надо говорить много слов? И так видно, какие замечательные дети. Веселые, позитивные, дружные. И кошки среди них тоже ходили. Они с ними также дружат. Да, друзья, вроде я теперь не спасаю. Но в том году я успела наспасать тех, кому я пыталась найти дом, чтобы они сразу поехали в семью, минуя меня. Безуспешно. Никто никому сейчас не нужен. Вот поэтому спасения останавливаются у всех волонтеров. Никто не хочет дополнительной обузы. Встает вопрос, неужели выкидывать этих милых созданий на улицу, дать шанс побыть домашними, а через месяц выкинуть, потому что никто не откликнулся. Их и так еле передержали. Домашняя собачка порвала шею самому доброму щеночку, который весело радовался жизни и играл с игрушкой. И когда дома никого не было, прокусил шею. Щенок сник, опух, в крови, в гною, перевязки, клиника, антибиотики. И снова спасали, а я оплачивала лечение. И вот сейчас и его тоже на улицу. Оставаться в доме со злой домашней собакой значит в конец. Ее порвут. Ко мне вести некуда. На финкураторство вы не подписываетесь теперь. Бесплатно меня здесь никто не примет. А через пару дней есть пассажир до Москвы. Может кто-нибудь смело принять решение взять себе или нет? Выпускать тогда на улицу? Ведь какая разница? Трупом меньше, трупом больше. Все равно все собаки в городе уже уничтожены. Я думала, вы хоть красивых разберете. А нет. Прошло время собак. Я тоже не выхожу из состояния депрессии. В общем, решайте, люди. Или вы берете к себе, и мы собираем им на перелет. Или выкидываем на улицу. Или нужны финкураторы на троих и на дорогу. Других вариантов нет.